друзья! Сегодня вторник, 2 марта на календаре. Просыпаемся вместе с нами. В студии работает Степан Федоренко и Екатерина Винокурова. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о пользе и вреде БАДов, поговорим о правильном питании, узнаем, какие важные события произошли сегодня в истории 2 марта. Также узнаем о правилах подвижных и неподвижных ударений в рубрике «Говорим правильно». Ну и по традиции ожидаем интересных гостей в нашей студии. Ну а начинаем мы традиционно с погоды. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 31, минус 42 градуса. В Заречной группе минус 29, минус 40. А в южных минус 33, минус 37 градусов. В Вилюйской минус 38, минус 45 градусов. В Нижнеленских 38, минус 39. В западных минус 36, минус 40 градусов. В Колымай-Дигирской группе минус 35, минус 48. В Янских минус 41, минус 43. На северо-западе 39 градусов со знаком минус. Температура воздуха в городе Якутске в 6 часов утра составила минус 33 градуса. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в городе Якутске ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит минус 24, минус 26 градусов. Потихонечку минус становится все меньше и меньше с каждым днем. Это очень радует. Да, мы хотим напомнить вам, что мы работаем в прямом эфире. У нас также действующий WhatsApp номер 8 914 273 4488. Также страничку в Инстаграме напомним. «Утро Якутии». Подписывайтесь на нее, ставьте лайки, комментируйте наши новости на этой страничке. ТАСС провели обширный опрос, главной целью которого было выяснить, каких домашних животных чаще всего предпочитают заводить жители России. Интересно. Да, к нам присоединяется наш новостной обозреватель телеканала «Якутия-24» Сергей Михедов. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Как россияне, кто милее россиянам, кошки, собаки, может быть, кто-то еще? Утро доброе, коллеги. Вообще опрос показал, что более 70% россиян являются владельцами как минимум одного домашнего животного. И 55% из них предпочитают кошек, а всего 37% предпочитают собак. Остальные респонденты ответили, что предпочитают других домашних животных – попугайчиков, рыбок и остальных. Якутия, доброе утро. Мы переходим к выпуску новостей. В России будет создана единая цифровая платформа для автоматического предоставления людям социальной помощи без дополнительной бумажной волокиты. Об этом заявил премьер правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он отметил, что данная система не заменит личного взаимодействия людей с различными ведомствами, которые по-прежнему будут проводить прием граждан. Для решения этой задачи правительство утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы. Она рассчитана на ближайшие 5 лет. Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически представлять помощь всем, кто в ней нуждается, в проактивном формате и без бумажной волокиты. Она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат. Уже в этом году не менее чем в 7 пилотных субъектах Российской Федерации будет запущен эксперимент. Там начислением региональных мер социальной поддержки займется Пенсионный фонд. Затем распространим эту практику на всю страну. Также появится единый контакт-центр, который будет круглосуточно представлять гражданам персональные консультации по видам социальной помощи. Кроме того, с текущего года во всех регионах опекуны и законные представители смогут оформлять пособия на своих подопечных в электронном виде через портал государственных услуг, без личного присутствия и бумажных документов, как это требуется сейчас. Вырастет число дистанционных сервисов и для инвалидов.
Прежде всего, тех, которые касаются медико-социальной экспертизы. Это лишь часть мероприятий, которые предусмотрены концепцией. В течение 5 лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат. Власти направят 47 миллионов рублей на газификацию земельных участков в Якутске. По информации пресс-службы мэрии столицы, в текущем году начнутся строительно-монтажные работы по газификации левой стороны на 13-м километре Намского тракта. Это улицы Мархинская, Жатайская, Жатайская 1, Просторная, Студенческая, переулки Просторный и Аргыз. Кроме того, начнутся проектно-изыскательские работы в микрорайоне Марха по улицам Набережная, Сот-Сырдах, Почтовик, Степная, на Покровском тракте, Сот Виктория. В Намском районе торжественно открыли библиотеку нового поколения. Она находится в селе Первый Хомустах с населением 1700 человек. Благодаря нацпроекту «Культура» старое здание заменили современным многофункциональным учреждением. Это первая в районе федеральная модельная сельская библиотека. Из бюджета страны выделены 5 миллионов рублей. Также 1,5 миллиона рублей из бюджета Намского района. Вся мебель сделана по индивидуальному заказу с учетом современных требований. Созданы комфортные условия для пользователей с зонами отдыха. Мы очень рады, что здесь очень активно помогало сообщество, сами местные жители, предприниматели местные. И вот изготовление мебели было тоже местного производства, что очень интересно, важно. Я думаю, что другие библиотеки обязательно тоже этим опытом воспользуются. А в этом году у нас точно откроется еще 9 модельных библиотек. 4 из них за счет федерального бюджета и 5 за счет республиканского бюджета. Парк культуры и отдыха благоустроят в Нерюнгри в этом году. Проект предусматривает разделение части общественного пространства на несколько зон. Аттракционы, аллею детства, зону воркаута, зону тихого отдыха. Также предусмотрено обустройство фонтана, говорится в сообщении. В настоящее время заключен муниципальный контракт на общую сумму более 43 миллионов рублей, из которых 39 миллионов 500 тысяч федеральные средства. Работы должны быть выполнены до конца текущего года. На этом наш выпуск подошел к концу. Вернемся буквально через несколько минут, а я передаю слово коллегам. Спасибо, Сергею. Мы продолжаем наш эфир. Степа, признайся честно, ты делаешь по утрам зарядку? По утрам нет. Если честно, я делаю зарядку где-то после обеда, потому что с утра мне встать это уже как-то требует больших усилий. Я знаю, что ты помимо физической зарядки делаешь еще и артикуляционную Вот зарядку. артикуляционную я делаю каждое утро. Это довольно просто. И, кстати, это бодрит. Между прочим, бодрит. Это даже просто Я, простые например, упражнения. тоже по утрам ленюсь чаще всего, но считаю, что восполняю это тем, что хожу на работу пешком, и, соответственно, обратно. Это Поэтому... тоже зарядка своего Да, рода. я думаю, да. Сейчас самое время сделать зарядку вместе с нашим тренером. Доброе утро, меня зовут Мари, я фитнес-тренер. Я покажу сегодня отличную зарядку, которая заряжает на полный день. И поехали! Итак, первое упражнение. Мы ручки напрягли, прикрыли пах, встали на носки. И делаем выпрыжку на носках, ножки в стороны вместе и ручки над собой поднимаем. Работаем в течение 20 секунд, отдыхаем 10 секунд. Итак, второе упражнение. Мы делаем выпад назад, колено 90 градусов, спинка прямая, в поясничке легкий прогиб. Работаем также в течение 20 секунд, отдыхаем 10. Итак, третье упражнение. Из состояния прямо мы ползем в планочку, не опускаемся вниз, просто зафиксированный корпус и обратно поднимаемся на прямые ножки, наверху выдох. Четвертое упражнение. Мы садимся в стул, делаем легкую выпрыжку вверх на носки и обратно также приземляемся мягко на носки. Колени 90 градусов, ягодицы отводим назад, в пояснице легкий прогиб. Пятое упражнение. Мы делаем выпрыжку на носках вперед-назад, при этом совершаем удары ручками. И
состояние стульчик из приседа, да, мы совершаем подъем вверх, делаем локоть колено на выдохе, обратно возвращаемся в стул, делаем носок, ручка, обратно в стул, противоположная рука, опять колено, опять сели в стул и опять противоположный носочек на выдохе. Ну что, была отличная зарядка, желаю всем прекрасного дня и пока! Отличного дня. Взбодрились немножечко. 2 марта на календаре. Сегодня отмечается день рождения компакт-диска. Степа, у тебя были компакт-диски? Наверняка были. Какие? Конечно, были. Я из того времени, когда на дискотеках подходили к диджею и говорили: «Эй, диджей, поставь мой компакт-диск». Правда, я Прям был... со своими дисками ходили, да? Да, но я слушал рок, и поэтому на дискотеках мои диски никогда не ставили. У меня тоже были компакт-диски, CD-диски, вот эти так называемые. Но в основном я слушала поп-музыку. Но благо сейчас все цифровое, мы можем просто набрать в интернете, в телефоне, в любой момент, в любом месте прослушать все, что нам нашей душе угодно. Ну, а какими еще датами и событиями отмечен этот день, узнаем в нашей рубрике. Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. По народному календарю, какая погода стоит в этот день, такая она будет и летом. 2 марта 1796 года Наполеона Бонапарта назначили командующим французской армией. В 1837 году в этот день Михаила Лермонтова арестовали за стихотворение «Смерть поэта», посвященное Пушкину. 2 марта 1983 года – день рождения компакт-диска. Его в этот день продемонстрировали в Великобритании компании Philips, Sony и Polygram. Диаметр компакт-диска составлял 12 сантиметров. На нем была записана 9-я симфония Бетховена. 2 марта 1992 года начался Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Спор возник из-за законопроектов о государственном языке и о функционировании языков на территории Молдавской ССР. Единственным государственным языком признавался румынский, а не молдавский на основе кириллицы. Русскому была отведена лишь роль языка межнационального общения. В результате резко обострился национальный вопрос, что вызвало рост межэтнических противоречий в республике. 2 марта 1931 года родился Михаил Горбачев, советский и российский политик, общественный деятель, единственный президент СССР. В 1938 году в этот день на свет появился Вячеслав Зайцев, советский и российский модельер, живописец и график. Именины в этот день празднуют Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман и Федор. Доброе утро, мы продолжаем. В то время как якутское кино получает признание на всероссийском уровне в Москве, уделили внимание и якутским кинотеатрам. Проект «Синема-центр» вошел в десятку лучших антикризисных пиар-кейсов страны, потратив чуть больше 2000 рублей на промо. В конечном итоге кинотеатр сэкономил миллионы рублей на открытии после пандемии. В один из дней, а точнее в День кино, в одном из кинотеатров города Якутска был проведен первый в России показ для собак. Новость об этом опубликовали многие международные СМИ. Этот пиар-проект вошел в шорт-лист премии «Серебряный лучник». И у нас сегодня в гостях его авторы, специалисты по связям с общественностью Гаврил Семенов и Иннокентий Торохов. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые гости. Как работает пиар, да, и чем занимаются специалисты по связям с общественностью? Пиар – это связи с общественностью, public relations, как бы переводится, да, связи с общественностью. И как раз они должны строить отношения между компанией или между человеком и аудиторией, между целевой аудиторией, между клиентами, потенциальными, прошлыми, настоящими. Есть несколько подразделений пиара, среди которых, например, классический пиар, government пиар, government relations, когда надо именно с правительством как-то выстраивать отношения. Есть такой пиар, как провокационный, взрывной пиар. Очень много разных подразделений пиара различают люди. А вот про взрывной пиар, расскажите как раз, что пример приведите в городе Якутске какого-то такого взрывного пиара.
Ну, например, тот факт, что мы именно собрали собак в кинотеатре в День России, когда были запрещены любые походы в кино для людей, вот это является взрывной пиар. Удивление, что кинотеатры до сих пор, оказывается, работают, и что там как бы могут находиться не только люди, но и, например, животные. Вот это один из примеров взрывного пиара, наверное. Собакам понравилось кино? Ну, тут больше возмущались, говорят, владельцы кошек. Говорили, а почему собакам можно? Дискриминация. Да, почему кошкам нельзя? Только вот единственные недовольные, наверное, и еще Попросили очень много устроить людей. отдельный показ для кошек. Да. А как вот на сам показ с собаками, то есть это, получается, хозяева приводили своих питомцев или любых собак вылавливали и садили в зал? Как они в зале сидели, вот мне непонятно. Или они там бегали по залу? Мы сотрудничали с клубом собаколюбов, Собаководов, да? Собаководов, да. И вот они любезно предоставили нам своих питомцев. Они пришли и именно расселись в шахматном порядке. Это их так было очень сложно на самом деле, чтобы они там сидели. На них всех прикрепили маски. Смотрелось очень здорово. Конечно же, все это длилось минут 10-20. На самом деле, реального кинопоказа как бы не было, да, но для того, чтобы это анонсировать и чтобы снять видеоролик, этого вполне хватило. Можно еще дополню? Вот, но вот эту новость опубликовали везде, здесь, и потом подхватили еще федеральные каналы и информационное агентство. Прогремело вообще, можно сказать, по всей России, проанонсировали там в ТАСС, «Молодой комсомолец» и так далее, такие большие издания. Вот, то есть вызвало очень хороший резонанс, вот, не только на якутском уровне, но и на федеральном тоже. Ну вот вы вошли в шорт-лист, да, премии «Серебряный лучик». Что это за премия? Эта премия со связью с общественностью работает уже больше 20 лет. Там мы сотрудничали, то есть конкурировали с такими компаниями, как Макдоналдс, Тойота, правительство Москвы. И со всеми ими мы как бы бодались вместе. Это был очень большой опыт и для Якутии в том числе, потому что раньше очень мало компаний из Якутии заходили на такой уровень. А там также были представлены примеры взрывного пиара? Там больше были примеры традиционного маркетинга, оперирующие с миллионами рублей. Нам до такого еще расти, потому что наш бюджет был больше 2000 рублей. А там компании работают с миллиардными бюджетами. А вот не опасен ли все-таки вот такой провокационный пиар для бизнеса? Или любой пиар – это пиар? Вот все помнят рекламную кампанию одной торговой точки, которая продает мобильные телефоны в Якутске в 2013 году. Там на баннере девушка стояла, по-моему, на коленях, и во рту она держала мобильный телефон. Все были возмущены вот этой рекламой. Она была в 2013 году, но до сих пор ее все помнят. И эта марка до сих пор ассоциируется. И несмотря на то, что, наверное, там потратили на модель, на съемки, на баннер всего лишь около 5000 рублей максимум, эффекта было на миллион рублей. До сих пор люди помнят. Ну да, говорят об этом магазине, по-моему, до сих пор. И после этого еще у них повысились немного продажи. Поэтому почему нет, если это работает? А в Якутске больше какого пиара хотят бизнесмены? Такого, или вот именно такого, взрывного, либо консервативного? Да, и как вообще реагируют на рекламу взрывного? Этот рынок совсем новый, можно считать, для якутских бизнесменов. Поэтому есть некоторые бизнесмены, которые предпочитают взрывной пиар, но их очень мало. Большинство все-таки работают с СММ, с обычными традиционными методами продвижения. Ну и я бы еще дополнил то, что более предпочитает, когда умеют работать специалисты с нулевым бюджетом. Вот, и очень низкими расходами вот, добиваются вот таких высоких результатов. Вот, так что мы специалисты такие на уровне золота, да? Мы как раз таки работаем с нулевым бюджетом, можно считать. Может, над чем-то сейчас работаете? Какие дальнейшие планы у вас? Ну, раскрывать это сейчас будет раньше времени, потому что как бы мы делаем сюжеты, придумываем сюжеты, выдаем их за правду иногда. Поэтому сейчас, если рассказать, то будет уже не так интересно вам в следующий раз. Уже не взрывной будет. Да. То есть в следующий раз, когда мы что-то такое невероятное увидим, Степа знает, что это вот эти ребята. Они. Да. Гаврил Иннокентий, благодарим вас за беседу такую интересную этим утром. Отличного дня, плодотворной вам работы и успехов.
Спасибо. большое. Спасибо. Ну а в Мирном открыли горнолыжный сезон 2021 года. На базе «Алмазная долина» прошли первые соревнования по катанию на сноуборде и горных лыжах. Кто осмелился поучаствовать, несмотря на внушительный минус на термометре, и помогла ли промерзшая трасса спортсменам, мы расскажем в нашем следующем сюжете. Их мало, но они в тельняшках, точнее в горнолыжных костюмах. Поучаствовать в открытии сезона решились немногие, побоялись мороза. На улице в выходные было минус 25 градусов. Покорить главный склон алмазной столицы приехали спортсмены из Ленска, Айхала и Удачного. Мы регулярно приезжаем с командой из города Удачного, где тренируемся, и сюда приезжаем как бы на все соревнования, стараемся выехать, поучаствовать в соревнованиях, обменяться опытом. Из-за морозов склоны открыли только 13 февраля, на 2 месяца позже обычного. Спустя пару недель в честь открытия работники КСК провели соревнования. Чтобы спортсмены не замерзли, организаторы решили сделать упрощенную программу. Для лыжников и сноубордистов по 2 захода. Хоть трасса и несложная, катались по ней только подготовленные спортсмены – 16 человек. Если человек имеет более-менее опыт катания на сноуборде или на горных лыжах, при просмотре трассы определяется техническим, допустим, персоналом проведения соревнований, допустить этого спортсмена к соревнованиям или нет. Промерзший склон доставил неудобства спортсменам. Снег твердый, скольжения недостаточно. В этом году, да, погодные условия, конечно, такие экстремальные, но трасса подготовлена очень хорошо. Склон в отличном состоянии. Это большое спасибо Алмазной долине. Как говорится, хорошему спортсмену ничего не помешает, если он нацелен на победу. В этот раз медали и кубки не остались в Мирном. Призы увезли с собой ленчане и удачницы. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Ох, хочется уже поскорее дождаться выходных и тоже пойти на лыжню. Я, кстати, в эти выходные уже побывала, покаталась на сноуборде немножко. Люди активно катаются на лыжах, это здорово. Да. Ну что ж, мы продолжим и перейдем к нашей рубрике «Книжная полка». Уважаемые зрители, сейчас будьте максимально внимательны. В нашей рубрике «Книжная полка» начнется викторина. Внимательно слушайте, смотрите и отвечайте на вопросы. Первый, кто даст наиболее точные и расширенные ответы на вопросы книжной викторины, получит призы от Национальной библиотеки. Свои ответы присылайте нам на WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Победителя мы объявим в нашем пятничном эфире. Первый выпуск был посвящен книге Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Сюжет книги рассказывает про приключения девочки Элли и ее друзей. И, внимание, вопрос. Какая должна быть плата за проезд Элли к себе домой? Второй выпуск мы посвятили книге «Путешествие сестры милосердия Кэт Марзин в Якутскую область». Мисс Кэт Марзин всю свою жизнь посвятила облегчению участи больных проказой. К этому делу побудил один момент в ее жизни. Какое это было событие? Так, третий сюжет мы посвятили самой популярной книге Национальной библиотеки по итогам 2020 года среди читателей, произведение Василия Яковлева «Тыгын-Дархан» на русском языке. Итак, в начале сюжета Тыгын-Дархан устраивает праздник белого изобилия на долине Туймада. Он приглашает гостей, кланов со всей центральной Якутии. И вопрос: самый первый клан, который прибыл на праздник изобилия. Ответы на вопросы вы можете прислать на электронную почту victorina@nb@mail.ru. Победивший получит от нас приз. Если вы пропустили по каким-то причинам наши эфиры и сюжеты, то вы всегда можете их посмотреть в повторе на нашем YouTube-канале «Утро Якутии». Ну что ж, мы продолжаем, и далее в нашем эфире новости экономики. Спрос на цветы ожидают накануне 8 марта. Как правило, за неделю до праздника все стремятся покупать цветы большими партиями. Средний чек покупки вырастает в 2-3 раза, а число покупок превышает показатели обычных дней в 15-20 раз. Если ориентироваться на данные за февраль, по числу покупок лидируют букеты из тюльпанов, роз и хризантем, а также смешанные букеты.
Так, средний чек покупки букетов цветов накануне Дня Святого Валентина в годовом сопоставлении составил 2500 рублей. Это на 105% выше, чем за 2 недели до праздника и на 14% выше, чем в прошлом году. Частота покупок выросла год к году на 2%, отмечают эксперты. В Москве средний чек превышал общероссийский показатель на 15% и составил 2970 рублей. Больше всего на покупки тратили в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии – более 4500 рублей за букет. Названы регионы с самой высокой средней зарплатой по стране. Первое место в рейтинге регионов по средней зарплате в России заняла Магаданская область, где при прожиточном минимуме в 23 600 рублей средняя зарплата составляет 127 тысяч рублей. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, замыкает тройку лидеров Сахалинская область. Об этом свидетельствуют данные индекса социального благополучия регионов Фонда развития гражданского общества. Критериями рейтинга стали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. Как пояснили авторы исследования, чем больше их соотношение, тем выше позиция субъектов в списке. Также в список вошли Чукотка, Москва, Ненецкий автономный округ, Якутия, Санкт-Петербург. Замыкают десятку Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область и Тува. Национальная платежная система МИР с 27 апреля предоставит банкам возможность подключать карты МИР к системе бесконтактной оплаты Apple Pay. Отмечается, что банки-участники платежной системы МИР сами будут устанавливать для клиентов срок, в течение которого они смогут привязать карту к кошельку Apple. В конце 2020 года сообщалось, что Россия стала второй страной мира по количеству пользователей платежной системы Apple Pay. Первое место занимает США, замыкая тройку лидеров Великобритания. Это был обзор экономических новостей для «Утра Якутии». Выпуск подготовила Нургуяна Иванова. Доброе утро, 2 марта на календаре. Мы продолжаем наш эфир. Да, и разрешите прочитать сообщение, которое пришло на наш WhatsApp номер. Доброе утро всем, хорошего дня, отличного настроения, любите и будьте любимы. Всем здоровья и счастья. Прислал нам Максим из города Вилюйска. Максим, видимо, влюблен и любит. Это чувствуется по его сообщению. Это Отправить весна. сообщение нам можете и вы. Наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Дальневосточный гектар осваивается по-разному. Семья Ларисы Осиповой из Якутска показала, что пластиковые бутылки совсем не обязательно выкидывать или сдавать на переработку. При хорошей фантазии и сообразительности этот бросовый материал легко превращается в материал строительный. На своем участке члены семьи возвели целый дом, основным строительным материалом для которого стали пластиковые бутылки. Дом уже вызвал интерес у многих пользователей сети интернета. Некоторые в комментариях просят более детальный рассказ о строительстве, желая перенять опыт и поставить аналогичные строения на своих участках. Слушай, это интересно. Мне как раз надо дом на даче построить. Надо связаться с Ларисой Осиповой из города Якутска. Да, надо еще запастись этими бутылками. Может, сбор какой-то организовать, Степ. Я помогу, если что. Будем с тобой собирать бутылки после эфира. Ну а далее слово передаем нашему новостному обозревателю Сергею Михедову. Российские и зарубежные океанологи выяснили, с чем связан рост концентрации метана в водах моря Лаптевых. Основная причина – дестабилизация вечной мерзлоты на дне и высвобождение древних запасов газа. На дне Северного Ледовитого океана залегают гигантские запасы так называемых метановых гидратов. Так ученые называют спрессованные и замороженные соединения воды и метана, которые остаются стабильными при низких температурах. Большие количества залежей появились на дне всех морей Арктики после начала эпохи оледенения, когда значительная часть северного полушария была покрыта толстой коркой льда.
Первую партию вакцины от COVID-19 полностью использовали в Якутии. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в эфире программы «Якутия вперед». Первая партия, 27 тысяч доз, была полностью всем поставлена, а сейчас идет вторая, это 15 тысяч доз, сказал он. Глава Якутии отметил, что в ближайшее время на территорию региона поступят следующие партии вакцины по 5 и 7 тысяч доз. Вакцинация от COVID-19 проводится во всех районах республики. В течение марта-апреля необходимо создать серьезную иммунную прослойку, чтобы люди были вне угрозы от этой болезни и можно было забыть про ограничения, подчеркнул Айсен Николаев. В каждом регионе Дальнего Востока создадут штабы для координации программы развития до 2024 года. Подведомственное учреждение «Восток Госплан» будет заниматься мониторингом реализации мероприятий, говорится в сообщении. Нацпрограмма объединяет нацпроекты и отраслевые госпрограммы по развитию дальневосточных регионов. Она призвана повысить среднероссийские показатели темпов роста качества жизни населения, в том числе по таким направлениям, как повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности, создание не менее 200 предприятий на территориях опережающего развития. А в Нерюнгри до 2025 года планируют расселить более 70 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Об этом также сообщил глава республики в эфире программы «Якутия вперед». Руководитель региона отметил, что первый этап программы прошел с некоторыми проблемами и нарушениями. Однако второй этап, реализация которой проходит сейчас, выполняется успешно. Запуск водоочистной станции прошел в селе Верхневилюйск. Это первый объект, который водоканал запускает в работу за пределами столицы региона. Работы производились в рамках концессионного соглашения, подписанного чуть больше полугода назад между администрацией района и водоканалом. Далее в планах строительства магистральных сетей в селах Верхневилюйск и Андреевская, а также строительство канализационной очистной станции. Все эти работы, сети мы должны построить до 2022 года, а канализационные очистные станции до 2023 года. И если все эти объекты будут введены, то это будет первый в республике населенный пункт, районный центр, где будет полное благоустройство по типу городских округов. Российский журнал «Искусство кино» снимет документальный фильм про историю якутского кинематографа. Об этом сообщается на инстаграм-странице издания. За 20 лет якутский кинематограф обрел популярность внутри республики и начал завоевывать признание на всероссийском и международном уровне. Творческий запал и дальновидный подход якутских кинодеятелей постепенно становится источником вдохновения и руководством к действию, говорится в публикации. В фильме снимутся якутские кинематографисты, которые в начале 2000-х практически с нуля смогли построить успешно функционирующую национальную киноиндустрию. Также своим опытом поделятся ведущие кинодеятели Якутии, которые выступят в качестве экспертов. К этому часу это вся информация. Увидимся чуть позже на телеканале «Якутия-24». Я передаю слово коллегам. Спасибо, Сергей. Мы продолжаем. С приходом весны многие жалуются на сонливость и упадок сил. И мы привыкли считать, что это происходит от недостатка витаминов. Наши корреспонденты вышли на улицу, чтобы поинтересоваться у якутян, как они борются с проблемой нехватки витаминов. Как вы боретесь с витаминозом? Никак. У меня его нет. Не знаю, мы фрукты едим все время. Фрукты, овощи. Овощи у нас с того года еще остались домашние. Таблетки нет. Больше свежего воздуха ходить, зарядку делать. Ну, вообще детям обязательно витамины. На протяжении всей зимы мы всей семьей принимаем витамин D. Мы никак не боремся. Мы никак не боремся. Ну, я принимаю витамины. Ем фрукты. Принимают витамины люди. Степа, а ты принимаешь витамины или различные вот эти вот добавки к питанию? Добавки нет. Если честно, мне денег на них жалко, потому что эффективность как-то не доказана особо. А витамины, да, витамины, самые простые. Принимаю аскорбиновую кислоту, это как допинг для меня, это просто, не знаю, она дает какой-то
тонус поднимает и заряд бодрости дает. Кстати, даже вот в таком, казалось бы, простом витамине С тоже должна быть своя дозировка. Конечно. Оказывается. А что из себя представляют витамины и добавки? Узнаем, как они работают и в каких случаях их принятие может быть оправдано. Биологически активные добавки выводятся из продуктов и растений, которые обладают неким фармакологическим эффектом и так или иначе влияют на наш организм. Самостоятельно же оценить, подойдет ли вам добавка, сложно. Во-первых, вы не можете сами интерпретировать результаты анализов. Во-вторых, можете не знать, как БАД взаимодействует с лекарствами, которые вы принимаете регулярно. Люди, которые самостоятельно начинают прием вот этих добавок, они зачастую не знают, на что это может подействовать. Они покупают для одного, они думают, что поможет для суставов, а оно, оказывается, очень плохо действует на почки. То есть, допустим, вот эти моменты им должен разъяснять специалист. Добавки должны быть обязательно зарегистрированы и одобрены Роспотребнадзором. При покупке следует внимательно читать состав. Особенно, как говорят специалисты, не стоит доверять БАДам из стран Азии. Во-первых, мы не знаем, что это за состав, потому что мы просто не умеем читать по-тайски, по-китайски. Пользоваться переводчиком в этом случае не помогает, потому что я сама пробовала, я читала эти составы. Понять, что там, невозможно. Поэтому для вашего здоровья необходимо пользоваться только теми веществами, которые прошли международный контроль. Прошедший год показал, что люди осознанно стали задумываться о своем здоровье, стали чаще заниматься профилактикой, ведь это лучше, чем лечение. По рекомендации врачей я принимаю железо, пью витамин D, потому что у нас в наших северных условиях очень мало солнца, и поэтому он нам необходим для наших волос, для ногтей и вообще, в принципе, для здоровья. Спортивные добавки я не принимаю. В отличие от БАДов, витамины должны ежедневно поступать в наш организм. В основном они содержатся в пище, фруктах, овощах, мясе, рыбе разных сортов и зелени. Для примера, в Японии витамины принимает 90 человек. У них программа витаминизации давно идет. В России у нас до пандемии принималось всего 5%. Почему они вообще стали такие популярны? Потому что, к сожалению, наша пища сейчас очень бедна, очень много рафинированных продуктов. А наш регион, помимо того, что продукты все завозятся, не хватает также и овощей, и фруктов качественных, хороших, как, например, на юге. Поэтому у нас выход очень хороший, мы можем принимать качественные витамины. Самое главное разобраться, какие, выбрать лучшие. То есть, если мы, например, приводим автомобиль, то, конечно, все, если предложим «Жигули» или «Москвич» и какую-то иномарку, естественно, человек выберет иномарку. Вот в витаминах то же самое, надо выбрать хорошую иномарку. Стоит помнить, что и у витаминов и минералов имеются свои нормы потребления. А что касается дополнительных витаминов и биологически активных добавок, ориентируйтесь на собственное самочувствие, обратитесь к специалисту и вовремя проходите обследование организма. Да, во всем нужно знать меру, даже в витаминах, вроде бы как полезных. Пришла весна, и самое время начать готовиться к пляжному сезону. И многие ищут все возможные способы, чтобы скинуть лишние килограммы. Начинают пить те же самые БАДы, какие-то правильное питание, еще что-то. И вот об этом, обо всем, о правильном питании, о том, что нужно пить, какие БАДы или не нужно их пить вообще, мы поговорим с нашей гостьей Еленой Лемешко, врачом-диетологом-эндокринологом. Доброе утро. Доброе утро, Елена. Но с наступлением весны вот многие жалуются на сонливость, да, мы привыкли называть это авитаминозом. Правильно ли мы ставим диагноз? Действительно, да, в весенний период мы перестраиваемся, да, на новый режим, и организму за зимний период, когда мы не проводили профилактику, да, то есть накопились какие-то дефициты витаминов и минералов, очень сложно перестраиваться, да, и могут быть вот такие симптомы, как слабость и утомляемость. Но не всегда это является причиной снижения витаминов и минералов, да, то есть мы должны понимать, что это может быть каким-то проявлением какого-то заболевания, да, то есть это может быть железодефицитная анемия, либо дефицитом
гормонов щитовидной железы. И для того, чтобы выяснить все-таки, в чем причина, да, лучше, конечно, обратиться к специалисту. Сдать анализы. Да, сдать анализы и уже определившись, да, что это и с чем это связано, конечно, получать какое-то лечение или проводить профилактику. А вот можно ли из витаминов или из БАДов получить вот все необходимое? Из продуктов, да. Как это вообще? Да, не прибегая вот к БАДам, витаминам, можно ли все вот это получить из пищи? Из пищи, Не да. прибегая к БАДам, да. Все правильно. Значит, витамины – это у нас жизненно необходимые, да, вещества, которые мы должны получать ежедневно на самом деле. То есть это необходимо для жизни нашего организма, для полноценной жизнедеятельности. И, к сожалению, да, с продуктами питания мы не можем их получить. То есть в современных условиях жизни у нас наши продукты питания, да, то есть они не содержат достаточного количества витаминов и минералов. С чем это связано? Да? То есть наши почвы уже не такие богатые минералами, да? То есть и модернизация сельского хозяйства вносит свою лепту, да? То есть используются какие-то удобрения, ускорители роста, и зачастую овощи, там, фрукты снимают, ну, еще недозрелые, да? То есть они потом дозревают и не успевают накопить те витамины и минералы, которые потом мы, конечно, употребляем с вами в пищу. И, к сожалению, да. То есть это факт, то есть продукты не содержат достаточное количество витаминов. И есть исследования, которые доказывают, да, что содержание витаминов и минералов в наших продуктах современных, оно снижено и более чем на 50% по некоторым позициям. Поэтому современному человеку, я считаю, что нужно употреблять все-таки То есть витамины. при простудах спасаться одним лимоном не получится и киви? К сожалению, нет. То есть нужно добавлять витамины. Дополнительно. Дополнительно. Ага. Елена, ну сейчас, наверное, вопрос заинтересует девушек и женщин, да? Подготовка к пляжному сезону, вот эти вот различные диеты, популярные диеты Дюкана, кето-диеты, да? Насколько они вообще эффективны и стоит ли на них садиться? Значит, ну, на данный момент насчитывается более 600 диет. Может быть, даже более 1000. Ничего себе. То есть всяких много. То есть и кето, и палео, и там кремлевская диета, и гречневая, и кефирная. Ну, то есть Хорошо живем, мы не знаем с тобой об этих 600 диетах. Да, то есть иной раз приходят и рассказывают, я даже некоторые диеты не знаю, да, но очень большое количество. Все диеты эффективны, хочу сказать, но какой ценой и на какой период, ну, как это, насколько хватит, да, этой диеты, то есть для того, чтобы эти ненавистные килограммы потом не вернулись. То есть здесь очень большой вопрос. И, конечно, если ты садишься на диету, то лучше, конечно, пройти обследование у специалиста, сдать анализы, посмотреть, есть ли какие-то противопоказания. Вы назвали диеты кето и дюкана, да, то есть это высокобелковые диеты, которые имеют свои противопоказания. Вот. Поэтому могут быть последствия после таких диет для организма. Обязательно проконсультироваться со специалистом. А вот сейчас также популярны интервальное голодание. Да. Что бы вы об этом сказали? Интервальное голодание, да, его относят к питанию, к стилю питания долгожителей, даже приравнивают. Но, значит, здесь разница в чем, да, то есть такой стиль питания, конечно, очень эффективен в плане снижения массы тела, да, улучшения самочувствия, но здесь тоже есть свои нюансы. Поэтому здесь лучше, конечно, стиль питания, какую-то диету подбирать со специалистом. А есть какие-то диеты, чтобы наоборот, антидиеты, чтобы набрать вес? Ведь есть люди, которые хотят потолстеть немножко. Зачастую очень проще человека похудеть, чем его потолстеть на самом деле, да. Проще похудеть, чем человеку помочь набрать массу тела. Да, у меня есть вот некоторые знакомые, которые вот не могут потолстеть, у них проблема худобы. Да, согласна. Это очень сложно сделать. То есть здесь тоже нужно определенные протоколы питания и в комплексе подходить. Во-первых, нужно сначала выявить причину, да, почему человек не может набрать массу тела. То есть это, возможно, может быть вызвано заболеванием желудочно-кишечного тракта, да, то есть каким-то гормональным дисбалансом. То есть здесь нужно подходить комплексно обязательно, а не просто так, там есть все подряд, побольше калорий, ты наберешь вес. Не факт. Ну,
Что бы такого съесть, чтобы похудеть? Есть ли такая волшебная какая-то таблетка? Хочу огорчить, волшебной таблетки нет, да, то есть и какого-то определенного продукта назвать я не смогу, то есть каждому свое, да, то есть какой-то рацион, но общие правила, да, для снижения веса я могу перечислить, да, то есть, во-первых, в процессе снижения массы тела мы должны питаться сбалансированно, это очень важно, да, то есть у нас должно быть достаточное количество белков, жиров, углеводов. Обязательно должно быть разнообразное питание, то есть побольше включать овощей, фруктов. Значит, соблюдение водного режима, то есть режима сна, отдыха. То есть это очень важно, потому что если мы не высыпаемся, то шансы снизить массу тела у нас уменьшаются. И, конечно, должна быть физическая активность. То есть все должно быть вместе, конечно. Спасибо, Елена, за столь полезные разговоры этим утром. Отличного вам дня. Спасибо. Будем худеть к лету. Будем худеть главное правильно, да, правильно и грамотно. Кстати, о грамотности. Как часто мы в жизни сталкиваемся с такой проблемой правильного ударения: торты или торты, творог или творог? Очень часто. Выучить правила подвижных и неподвижных ударений нам поможет наш эксперт, который научит нас говорить правильно. Тортов или тортов? Тортов. Тортов. Тортов или тортов? Тортов. Доброе утро. Мы уже говорили о том, что ударение в русском языке может быть подвижным и неподвижным. Подвижное ударение – это такое ударение, которое меняет свое место при изменении формы слова. Ну, например, мы говорим «город», но «города», «голова», но «головы». А неподвижное ударение – это такое ударение, когда оно не меняет своего места при изменении формы слова. Завод, заводы, о заводе или товарищ, товарищем, товарищи. Вот слово «торты» – это как раз слово с неподвижным ударением. Как бы мы ни меняли это слово, ударение всегда будет падать на корень. Торты, тортов. И, как всегда, у нас есть вспомогательные слова. Например, можно запомнить уменьшительно-ласкательное слово «тортики». Согласитесь, что поставить ударение в слове «тортики», кроме как на «о», больше просто негде. А еще есть, конечно, стишок-запоминалка. Весной ела торты, еле влезла в шорты. А еще я бы рекомендовала вам запоминать вместе со словом «торты» слово «порты», в котором тоже нередко допускают ударение. До новых встреч! Очень полезная рубрика, я думаю, и для нас с тобой, да, Степ? Все равно все-таки допускаем ошибки, когда да, конечно. В спешке что-то о чем-то Русский язык говорим. для меня очень сложный, если честно. Надеюсь, мы будем не только правильно питаться, но и правильно говорить после того, как... После нашего эфира. После наших полезных рубрик. У нас работает WhatsApp номер 8 914 273 4488. И да, что-то у нас там пришло, да? Есть небольшое сообщение. Привет всем алданцам с наилучшими, самыми наилучшими пожеланиями хорошего дня от Петрова. Видимо, из Алдана. Петров. Привет передаю Клавдии Сергеевне от соседки Ирины. С пожеланиями также хорошего дня и доброго утра. Еще раз напомню наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Здорово, что у нас такая география наших зрителей. Передаем всем городам, всем районам большой пламенный привет. Если у вас какие-то есть приветы, поздравления или, может быть, какие-то интересные новости, присылайте на наш WhatsApp номер. А также хотим сказать, что подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Ну а все эфиры вы можете посмотреть в повторе на канале Якутия-24, набрав «Утро Якутии». И увидите там нас обязательно. Да. А мы продолжаем. По данным Центробанка России, в 2020 году около 42 миллионов россиян имеют кредиты. При этом статистика подсказывает, что более
более 3 миллионов человек, уже имеющих займы, обращаются за новыми кредитами. При этом около 1 миллиона заемщиков допускают просрочки платежей. О том, как не испортить кредитную историю, в нашей рубрике «Финансовая грамотность». Что такое кредитная история? Когда вы впервые берете кредит, становитесь созаемщиком или поручителем, начинается ваша кредитная история. В ней есть информация обо всех ваших кредитах и займах. Суммы, сроки и, главное, долги и задержки платежей, если такое случалось. Этот документ хранится в одном из бюро кредитных историй. И банки изучают его, когда решают, выдавать ли новый кредит и на каких условиях. Если предыдущие кредиты погашались с большими задержками, банк может отказать или повысить процент. Даже если вы аккуратный заемщик, стоит проверить свою кредитную историю. Так вы будете точно знать, не взяли ли мошенники кредит на ваше имя и нет ли в истории ошибок. Если записи верны, но кредитная история не вызывает доверия у банков, попробуйте ее улучшить. Возьмите небольшой кредит на короткий срок или оформите кредитную карту и аккуратно вносите платежи. Так со временем ваша кредитная история улучшится, и вы сможете взять кредит на большую сумму. Как получить свою кредитную историю и что делать, если в ней ошибка, читайте на fincult.info. У тебя как с кредитами, Кать? Ой, это очень сложный вопрос для меня. Были кредиты, и я сейчас избавилась от них. Можно так и стараюсь по возможности не брать. Да, я знаю, я тоже, у меня был принцип, просто принципиально не брал никогда кредиты, пока не пришлось покупать квартиру. Ну, без ипотеки никак. Да, ипотека это очень, да, распространенный сейчас вопрос. Да, и как я радовался, когда последний платеж совершил, это просто был праздник какой-то. Здорово. Ну и это же твой дом, поэтому, да, я думаю, платить нужно в удовольствие, да? Мы хотим напомнить вам, что работаем мы в прямом эфире, у нас работает WhatsApp номер, ну а далее познакомимся еще раз с погодой на день сегодняшний. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 31, минус 42 градуса. В Заречной группе минус 29, минус 40. В южных минус 33, 37. В Вилюйской группе минус 38, 45 градусов. В Нижнеленских 38, 39 со знаком минус. В западных минус 36, минус 40. А в Колымаге-Кирской группе минус 35, 48 градусов. В Янских минус 41, 43. На северо-западе минус 39 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 33 градуса. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в городе Якутске ожидается без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит минус 24, минус 26 градусов. Ну что ж, еще одно сообщение пришло к этой минуте на наш WhatsApp номер. Всех жителей республики Саха-Якутия поздравляю с началом марта, с календарным началом весны. Поздравляет господин Батасов из города Якутска. Напомню еще раз наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. На этот номер вы можете присылать свои какие-то интересные события, новости, а также просто приветы своим родным, близким и друзьям. И также напоминаю, что все эфиры вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале Якутия-24, набрав в строке «Утро в Якутии». Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Желаем вам сегодня отличного дня. Сегодня только вторник, поэтому набираемся сил. А главное, с хорошим настроением вступать в новый день. Всего самого-самого доброго. До новых встреч.